Чувствует такая нормальным. На приеме у врача-нарколога сегодня его коллега. В хмельном бреду стоматолог Александр прожил 4 года. Врачи сами, в большинстве своем, многие из них, по крайней мере, не хочу говорить про всех, систематически потребляют алкоголь, подразумевая и пропагандируя это тем, что 50 грамм никогда не повредит. Александр признается, не раз он лечил людям зубы в нетрезвом состоянии, а чтобы пациенты ничего не заподозрили, придумывал разные уловки. Всегда протирал руки спиртом. Тогда никто не чувствовал, что запах алкоголя идет еще и изо рта врача. Маска, которую одевают на лицо врачи, она также затрудняет пары алкоголя, их не чувствуется. То есть, одним словом, есть способы, благодаря которым можно избежать каких-либо скандалов. По словам нарколога Рустема Валиуллина, случай с Александром далеко не единичный. Сегодня многие врачи – алкоголики. Они, как правило, и рекомендуют пациентам выпивать 50 граммов коньяка или водки на ночь. Пользы от этого никакой, зато привыкание стопроцентное. Головной мозг просто-напросто требует, нужен ему этот алкоголь для физиологических процессов. Вот и он просит просто, и все, он прям без него не может. И говорить человеку: хватит пить, прекрати, возьми себя в руки. Я все время задавался вопросом, а какое это место нужно взять-то в руки, чтобы прекратить пить? То, что ежедневный прием алкоголя опасен, подтвердили в госалкогольинспекции. Дело в том, что организм человека сам вырабатывает алкоголь – 10 граммов в сутки. Он отвечает за наше настроение. Спиртное извне ломает этот механизм. То, что вырабатывает организм человека, это должно человеку хватать. Когда начинает его возможности заменять чем-то привносным, у него там соответствующие железы перестают работать. Ну все, без этой так называемой инъекции спиртной он дальше жить не может. Он уже зависимый становится. Поэтому победить алкогольную зависимость без серьезного медикаментозного лечения нельзя. Когда в организм человека попадает спиртное, в крови слипаются эритроциты, образуются тромбы, лопаются капилляры. Всего 100 граммов водки и погибает несколько тысяч клеток мозга. При постоянном употреблении кровь сгущается и по консистенции становится похожа на болотную жижу. Головной мозг дает сбой. К примеру, этот пациент проглотил сим-карту телефона. Вы проглотили симку со своего телефона? Да. И? Сейчас вся информация во мне. С телефона с вашего? Да. Затем этот больной жаловался, что осталась только одна проблема – на его теле нет кнопок, чтобы позвонить. По словам наркологов, подобных пациентов в России становится все больше. Алкогольная зависимость большинства россиян заложена уже на генетическом уровне. Физиологически в мужчине до момента зачатия алкоголь не должен быть в течение 100 дней. А женский организм вообще не должен теоретически принимать до момента зачатия алкоголь, чтобы генетически никак это не отразилось. А у нас как? У нас свадьба хлам, и тут же в свадьбе в пьяной зачатии, естественно, ребенок уже заряженный на алкогольную зависимость. Отсюда и множественные патологии у наших детей, начиная с обычного диатеза и заканчивая уродствами. Недавно американская разведка рассекретила один из своих докладов. Цитата: «Плохое здоровье российских детей и молодых людей угрожает способности российских вооруженных сил привлекать новобранцев. Поэтому за границей нередко говорят: с Россией не надо воевать, Россия сопьется сама». Происходит самоуничтожение просто-напросто. Люди потихонечку себя убивают. То, что рождается потом, это сложно уже. Дети с патологией, 37% сейчас рождаются. Между тем, до беды мы довели себя сами. Повальное пьянство на Руси началось 4 века назад, когда продажа алкоголя стала статьей государственного дохода. Как грибы начали расти кабаки, водка приносила деньги, нужные для войн и реформ. И сегодня наше пьянство продолжает пополнять государственную казну. Только в Татарстане речь идет о миллиардах рублей. В прошлом году около 3,6 миллиардов. И это составляло где-то 4,4% от всего бюджета. В этом году 2,6 миллиарда за 9 месяцев, эту цифру назвал за год, где-то 5,1% от всего бюджета. Таким образом, государство тоже веками находится в своеобразной алкогольной зависимости. Перестань народ пить, и в бюджете страны образуется прореха. Вот только не слишком ли дорого нам обходятся эти доходы? И так ли уж не пахнут деньги, пропитанные спиртным?